Время не властно над подвигом. Память о нем вечно будет жить в наших душах, как и наша благодарность героям-защитникам, тем, кто встал на пути зла и ценой своей жизни подарил нам мир. Воздушная крепость повредила посадочную полосу. Так девчонки не растерялись, посадили самолет на песчаную косу неподалеку. Представляешь, а? Ну молодцы девчонки-то! А кто? Не только молодцы, но и красавицы. Что есть, то есть. Скоро в бой, ребята. Нам бы день простоять, до ночи продержаться. Да. По сигнальной ракете пойдем в атаку. Над землей бушуют травы, облака плывут, как павы, и одно. Вот то, что справа, это я, это я, это я. И мне не надо славы, ничего уже не надо мне и тем плывущим рядом нам бы жить, и вся награда нам бы
бы жить, нам бы жить, нам бы жить, а мы плывем по небу. Эта боль не убывает, где же ты? Вода живая, ах, зачем? Война бывает, ах, зачем? Ах, зачем? Ах, зачем? Зачем нас убивают? А дымок над отчей крышей все бледней, бледней выше, мама. Ты услышишь голос мой, все дальше он и тише. Мимо слез, улыбок, мимо облака плывут над миром войска их. Не поредела облака, 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 и нету им предела. Над землей бушуют травы, облака плывут, как павы над землей. Бушуют травы, облака плывут, как павы. Ракета, братцы! Ракета! В атаку! Вперед! Вперед! За Родину! Через года помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны. Вечно достойны. Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секунды, каждом дыхании. Будьте достойны. Помните, покуда сердца бьются, помните, какой ценою завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Песнь свою отправляя в полет. Помните про тех, кто уже никогда не споет. Помните. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните. К мерцающим звездам, ведя корабли, о погибших помните. Встречайте трепетную весну, люди земли! Убейте войну, прокляните войну, люди земли! Мечту сквозь года пронесите,
Помните, но тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните, в атаку, братцы! Солнечный круг, небо вокруг, это рисунок мальчишки. Нарисовал он на листе и подписал в уголке. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я, пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Против беды, против войны станем за наших мальчишек. Солнце навек, счастье навек, как повелел человек. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Мы не слыхали голосов войны и никогда на фронте не бывали. Нам не понять той страшной тишины, что звуки метронома отмеряли. Да, мы теперь живем под мирным небом, и нам учебник объясняет, где вы тогда, без сна, воды и хлеба, свой каждый день сражались на войне. Нам своих чувств не выразить словами. Да как же можно это в слове заключить, что жизнь саму тогда вы отстояли? А мы лишь можем помнить и благодарить. Мы помним ваш подвиг, вашу великую жертву, вечная благодарность воинам за мир, за свободу, за землю и небо, за жизнь. Сегодня мы даем старт по-настоящему великому делу, проекту, который объединяет поколения, регионы, всю страну. Мы помним и всегда будем помнить подвиг наших предков, якутских воинов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, и тех, кто ковал победу в тылу. Якутия отправила на фронт тысячи своих сыновей и дочерей. Многие из них не вернулись домой, их братские могилы есть по всей стране, их имена затерялись в архивах. Сегодня, благодаря поисковикам, историкам, неравнодушным людям, мы возвращаем из небытия судьбы наших родных, наших земляков. Мы узнаем, где они сражались, где нашли свой последний приют. Их имена больше не забыты. Но сохранить память значит не только воздвигнуть мемориалы. Это дело каждого из нас. Каждый житель Якутии может внести свой вклад, помогать поисковикам,
ухаживать за воинскими захоронениями, участвовать в увековечивании имен павших. Это наша общая ответственность перед будущими поколениями. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы сегодня даем старт исторической акции «Бастионы памяти», посвященной 80-летию Великой Победы, которую отмечает весь наш народ в этом году. Мы помним годы Великой Отечественной войны, помним, что из Якутии ушло 65 тысяч наших земляков защищать Родину. 38 тысяч из них осталось на полях битв Великой Отечественной войны. Многие из них до сего времени не имеют своей могилы. Многие годы Якутия упорно работала над восстановлением памяти об этих наших бойцах. Большая работа начиналась еще со времен нашего первого президента Михаила Ефимовича Николаева. И сегодня мемориальные комплексы нашим бойцам есть под Ельней, есть под Тверью, Тверской области. Есть, конечно же, Старая Руссия, рядом с озером Ильмень. Но наших бойцов, погибших, еще много, которые не найдены. Я искренне благодарю поисковиков, не только нашей Якутии, но и всей нашей страны, которые, несмотря на все сложности, ежегодно работают над восстановлением памяти о тех, кто отдал свою жизнь за наше будущее, за нашу Родину. И за последние годы имена более 2200 якутян стали уже известными благодаря работе поисковых отрядов. И было инициировано предложение, которое я поддержал, и в своем послании, которое делал Государственному собранию нашей республики в декабре прошлого года, об этом объявил, что в этом году в рамках исторической акции «Бастионы памяти» мы поставим мемориальные обелиски, мемориалы, память о наших погибших земляках в Калужской, Псковской и Смоленской областях. И, конечно же, на месте великой битвы, место воинской славы нашей страны на Мамаевом кургане в городе Герои Волгограде. Я искренне благодарю руководителей этих субъектов за то, что с их стороны была оказана полная поддержка нашему проекту. Благодарю Министерство культуры и Министерство обороны Российской Федерации за поддержку. И, конечно же, я благодарен всем тем, кто сегодня уже принимает активное участие в этом очень благородном святом деле. Эти мемориалы будут воздвигаться за счет предприятий Якутии, за счет государственных, негосударственных фондов, за счет пожертвований частных лиц. Многие люди мне пишут, потомки наших воинов, героев якутян, о том, что тоже хотят принимать участие в этой акции. И я уверен, мы сделаем мемориалы достойные наших предков, тех, кто с ценой своей жизни защитил и нашу страну, и весь мир от фашизма. И это особо важно сейчас, когда наши ребята с оружием в руках вновь защищают мир от фашизма. Ведь то, что сейчас происходит, это на самом деле не что иное, как борьба с фашизмом, который, к огромному сожалению, опять поднял свои головы. И наш народ, наша страна, как и тогда, 80 лет назад, сражается с этим страшным злом. Я уверен, что вот эта, знаете, непрерывная нить памяти, которая тянется через нашу историю, она никогда не прервется, потому что всегда наши якутяне, все россияне – это люди высочайшего патриотизма, высочайшей любви к своей родине.
Вот здесь сегодня с нами здесь присутствуют наши герои, герои России, те, кто с оружием в руках защищает нашу Родину. Давайте мы их поблагодарим и скажем им слова благодарности. Дорогие друзья, я уверен, что эта акция, как и многие другие акции памятные в этом году, откликнется в сердцах каждого якутянина. Уверен, что все у нас получится. Вместе только вперед. Победа будет за нами. Спасибо. Свидетельство о передаче списка из 2263 имен якутских воинов, погибших в боях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, для включения в проект «Лица Победы» в Музее Победы передается директору музейного комплекса «Моя история», члену Ассоциации исторических и военно-исторических музеев России под эгидой Музея Победы Дмитрию Ивановичу Соловьеву. Год 80-летия Великой Победы овеян славой и подвигом советского народа ценой миллионов жизней, спасшего мир от фашизма. Бастионы памяти. Якутяне помнят и чтят память героев войны. Республикой установлены 18 памятных объектов в 8 субъектах Российской Федерации. Сегодня известны новые имена и даты более 2200 воинов-якутян, данные которых переданы в проект «Лица Победы» Музея Победы. В 2024 году поисковиками выдвинута инициатива создания инфраструктуры общественной и семейной памяти о персональном вкладе предков в битвы Великой Отечественной войны. Инициатива общественности была поддержана главой Республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым и дала начало историко-патриотическому проекту «Бастионы памяти». В рамках проекта будут созданы памятники, на которых увековечат имена наших солдат, павших в годы Великой Отечественной войны. По итогам народного конкурса определен внешний вид будущих бастионов. В год защитника Отечества и празднования 80-летия Великой Победы в 5 регионах России будут установлены мемориалы якутским воинам. Волгоградская область, Смоленская область, Калужская область, Псковская область и Новгородская область станут зачинателями народного проекта «Бастионы памяти». Сегодня каждый якутянин может принять участие в увековечивании памяти своих земляков. Проект реализуется на народные средства. Бастионы памяти. Герои бессмертны. Россия непобедима. Слово предоставляется председателю Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Антону Вячеславовичу Демидову. Дорогие друзья, добрый вечер. Спасибо за это великолепное представление. И здесь рефреном прозвучал вопрос к нам. Помните? А мы помним. Уже 6 лет мы проводим лагерь имени Федора Матвеевича Охлопкова, легендарного якутского снайпера в Тверской области, на котором тысячи мальчишек и девчонок поднимают солдат, увековечивают их память, заботятся о ветеранах. Конечно, мы помним. Но также мы помним и тех людей, те семьи, которые мы доставали из расстрельных машин, которым фашистские, националистические гады не давали вырваться из города Мариуполь. Также мы помним тех ветеранов, которым долгие годы не давали выйти вместе с своими однополчанами к местам славы и возложить цветы. И мы их тоже помним. Мы помним те улицы и названия населенных пунктов, которые после специальной военной операции опять несут имена героев Великой войны. Мы помним, мы никогда этого не забудем.
Именно поэтому тысячи мальчишек и девчонок стали волонтерами. Мы провожаем на фронт своих близких, друзей, родственников. Многие ребята сделали выбор, пошли добровольцами. Мы воюем, мы помним. Это отличная акция. И бастионы памяти, можно даже глубже смотреть. Бастион памяти должен быть. И самое главное, он есть в каждом из нас. Спасибо большое за эту прекрасную акцию. Мы сделаем все, чтобы масштабировать ее на всю страну. Спасибо большое. Сегодня здесь собрались люди, для которых историческая память не просто слова, а важнейшая миссия. Мы вспоминаем подвиг воинов-якутян, которые с далекого севера ушли защищать Родину, сражались на фронтах Великой Отечественной войны, внесли неоценимый вклад в победу. Внимание на экран. Дорогие друзья, уважаемые ветераны, организаторы и участники проекта «Бастионы памяти». Музей Победы рад приветствовать всех, кто принимает участие в этом значимом историко-патриотическом проекте. Сегодня мы говорим о памяти, о подвиге тех, кто ушел на фронт с далекой суровой Якутии, о бойцах якутских снайперских отрядов, о ваших земляках, сражавшихся под Сталинградом, на Курской дуге, освобождавших Европу и бравших Берлин, о тех, кто трудился в тылу, добывал золото, поставлял провизию, строил аэродромы для союзных поставок. Их вклад в победу бесценен. Сохранение памяти о героическом прошлом – наш общий долг. Проект «Бастионы памяти» – это не просто мемориалы. Это символ глубочайшего уважения, символ того, что никто не забыт и ничто не забыто. Он важен не только для Республики Саха-Якутия, но и для всей страны. Музей Победы неизменно поддерживает инициативы, направленные на увековечивание подвигов героев. Мы с огромным уважением относимся к той масштабной работе, которую ведут историки, поисковики, волонтеры и общественники. Благодаря их труду удалось восстановить имена тысяч советских воинов, которые отдали жизнь за победу. В этом году мемориалы проекта «Бастионы памяти» откроются в Калужской, Смоленской, Псковской и Новгородской областях. От имени Музея Победы выражаю искреннюю благодарность ветеранам, правительству Республики Саха-Якутия и всем, кто вложил силы и душу в этот проект. Благодаря вам связь поколений не прервется, а память о подвигах предков навсегда останется живой. Вместе мы сохраняем историю ради будущего. В знаменование 80-летия Великой Победы мы устанавливаем бастионы памяти в местах боевой славы наших земляков в Волгоградской, Смоленской, Калужской, Псковской и Новгородской областях. Эти памятные знаки не просто монументы. Это символ благодарности. Это наш священный долг перед теми, кто отдал свою жизнь за Родину. Искренне благодарим регионы за поддержку и сотрудничество. На этом торжественная церемония старта историко-патриотического проекта «Бастионы памяти» завершается.